Добрый день, Зендер, участники нашего семинара. Сегодня у нас тема необычная. И Алексей Сергеевич Нелопов поделится своими результатами своих исследований и расскажет нам о результатах, которые мы сегодня имеем именно по определению принадлежности отдельных людей к роду Майнакашевых, или наоборот, рода Майнакашевых к хакасам. И я передаю слово Алексею Сергеевичу Нелопову. Алексей Сергеевич, пожалуйста. Спасибо, Ирина Семеновна. Рад вас всех приветствовать. Сегодня действительно у нас такой необычный, не побоюсь этого слова, научно-методологический семинар. Речь пойдет именно о использовании новой методологии в изучении родословных, семейной истории. И сегодня у нас по Zoom подключились главные участники научного исследования, застрельщик исследования Илья Яковлевич Майнагашев из города Новосибирска. И также из Москвы к нам подключился мой соавтор Евгений Викторович Паев. Он член научного совета Академии ДНК-генеалогии. А Илья Яковлевич – это ведущий инженер Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СОРАН. Вот я сейчас хочу передать слово Илье Яковлевичу, чтобы он ввел нас в курс дела, рассказал, как он дошел до такой жизни, что решил заказать ДНК-тест. И это все так завязалось, что теперь мы здесь в Абакане имеем уже полноценное научное исследование. Давайте, Илья Яковлевич, расскажите. Добрый вечер. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад видеть всех вас. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, не болеть наше сложное коронавирусное время. Ну, а непосредственно по теме. С малых лет, иногда в общении со своими сверстниками, бывало проскочит ненароком, что ты, мол, хакас не настоящий, какой-то потомок русского. Бывали иногда и обидные слова. Но со временем это все забылось. Начал интенсивно обучаться, приобретать специальность, выступать на олимпиадах. Поступил в Новосибирскую профессиональную школу, дальше закончил университет. Ну и стал работать в научно-исследовательском институте органической химии. Ну вот, дело приблизилось, не побоюсь этого слова, к пике. Возникли вопросы опять. Кто я, зачем? Ну и, соответственно, начал просматривать YouTube канал по генеалогии, как раз в частности лекции профессора Плюсова. Ну и там возникли геопогруппы, геопотипы. Ну, соответственно, думаю, а какой же я геопогруппе, по типу я принадлежу. Ну, вот один прекрасный момент меня выпала некоторая сумма, достаточно, так скажем, свободна от жизни. Ну, я воспользовался этим моментом, написал ДНК-генеалогии по интернету. Они прислали мне для забора образцов принадлежности. Ну, я, собственно, сдал и получил результат. А дальше со мной связался Алексей Сергеевич, предложил продолжить исследование. Ну, я согласился на старт, скажем так. Ну и получилось вот такое вот небольшое, но симпатичное исследование, которое поставило точку в вопросе о том, что я какой-то там русской принадлежности, но оказалось, что я чистокровный хакас. Ну, на этом я бы хотел бы завершить свое краткое вступление.
и передать слово вам. Ага, спасибо, Илья Яковлевич. Вы тогда можете там звук отключить, а потом видео не отключайте, еще к вам обратимся. Еще вот у нас Евгений Викторович Пайер из Москвы тоже, я вижу, в зуме. Ну, я ему потом слово дам, он 5 минут буквально выступит и по делам убежит. А основной как бы накал сведений на меня ляжет. Дело в том, что вот так совпало в жизни, что в прошлом году летом я стал собирать данные, родословные предания, письменные источники по Майнагашевым. Почему? Потому что меня тоже интересовала эта легенда о происхождении рода, где была явная генетическая подоплека. То есть вот в этой представленной здесь родословной, которую составили еще в советское время, здесь она развернута, в качестве родоначальника указан русский мужчина, который, значит, женился на хакасской девушке, и от двух их сыновей пошли Орешковы и Майнагашевы. И вот в этом родословном предании была изначальная такая генетическая подоплека, которую сейчас новыми методами можно проверить, либо подтвердить, либо опровергнуть. Раньше мы могли просто гадать, как-то, знаете, ну, принимать, не принимать, а сейчас можно взять современных представителей рода по мужской прямой линии и исследовать их ДНК, чтобы узнать, родственники ли они, к какой гаплогруппе, генетическому роду они относятся. И получается, что вот в это же время Илья Яковлевич обратился в Московскую академию ДНК-генеалогии, заказал у них тест, они ему сделали ДНК-тест, а затем научные сотрудники этой лаборатории вышли на меня, чтобы я нашел здесь в Хакасии донора, тоже из рода Майнагашевых. И все это вот было летом, осенью, и изначально-то я хотел взять образец у Григория Ильича, у старейшины рода, и он летом был у нас в институте, я с ним обговаривал, но потом он заболел, и вот не получилось, а в этом году он, к сожалению, умер. И, конечно, по его ветке можно было бы сделать этот тест, она как раз общая с известным этнографом Степаном Дмитриевичем Майнагашевым, в то время как вот и Илья Яковлевич, и Сергей Александрович они относятся к другой параллельной ветке. И вот здесь на родословной, вот на последнем листе их линия четко прослеживается. Собственно говоря, вот Илья Яковлевич не сказал, почему он обратился в лабораторию, а потому что предков его в советское время репрессировали, и потерялась как бы связь с Майнагашевыми, жившими вот в начале 20 века. Отец у Ильи Яковлевича жил здесь, в Аскизском районе, умер в Хакасии, а вот часть семьи осталась в Новосибирске. И, кстати, много Майнагашевых в советское время переселилось в Новосибирск, в Новосибирскую область. И вот, кстати, автор этой родословной схемы, составленной еще в 1970-80-е годы, Марк, получается, топограф Марк Майнагашев, он тоже был родом из Новосибирска. Собственно говоря, вот так часто и бывает, что люди, которые оторваны от своей малой родины, они начинают более интересоваться своими корнями, искать родственников и пытаться найти эти корни. А те, кто живут вот на месте, там, в окружении родственников и могил предков, часто как-то вообще на это внимание не обращают. А когда вот такая разрыв связи, то это сильно мотивирует людей для восстановления своей родословной линии. И поскольку я также давно интересовался этой генетической генеалогией, то вторым донором у нас стал Сергей Александрович, который сдал тест. Мы в прошлом году взяли образец, отправили в лабораторию, ему также сделали тест. И потом на основании полученных данных мы с Евгением Викторовичем написали статью. И вот недавно она была опубликована в международном журнале «Исторический формат». Ссылка на эту статью есть, она в открытом доступе, многие уже познакомились. Но вот цель нашего методологического семинара как раз в том, чтобы рассказать об этой новой методологии, то есть что, собственно, исследовалось, как исследовалось и какие результаты это дало. Потому что
все слышали ДНК, вот что это такое, никто толком-то вот и не скажет. В принципе, вот этим, я считаю, объясняется такая у нас тотальная безграмотность населения в генетическом плане, и отсюда вот это антиваксерское движение, когда люди не знают, что это такое, где эти вирусы, что такое ДНК, что такое РНК, не понимают и отказываются от нормальной процедуры вакцинации. Ну, сейчас у меня тут презентация готова, я к ней перейду. И по ходу тоже буду консультироваться у Сергея Александровича, чтобы... так, надо в зуме сейчас, да, включить. Вот демонстрация экрана. Угу. Видна, да, презентация? Так, сейчас рассмотрим экранный режим. Ну, вообще, что такое генетическая генеалогия, ДНК-генеалогия, молекулярная история, генетиология, вот много терминов существует. Еще лет 10 назад выходили такие обзорные фундаментальные статьи нашего российского генетика Евгения Тетушкина о методологии, что такое вот генетическая генеалогия. И там он уже говорил о том, что, к сожалению, вот генетическая безграмотность нашего населения не позволяет эту методологию дать в массы, чтобы как можно больше людей начало интересоваться историей своей семьи. Ну, вот у него вышло несколько статей, очень полезных для нашей теории. И получается, что современный этап развития направления связан с генетической генеалогией. Молекулярно-генетическая идентификация не только составляет часть комплексного генеалогического исследования, дополняющего и корректирующего сведения, которые содержатся в устных преданиях, в архивных документах, но подчас является единственным методом, который способен прояснить интересные для историков и таинственные генеалогические задачи. Вот сегодня, с точки зрения современного развития науки, без генетических тестов, которые в широком смысле известны как тесты на родство, на отцовство, на материнство, уже невозможно изучить ту или иную родословную. И вот с точки зрения научной верификации, проверки данных, необходимо использовать генетические тесты. Вот тут перечислены задачи и методы генетической генеалогии, или в другой терминологии ДНК-генеалогии, это термин профессора Анатолия Алексеевича Клесова, к которому мы сегодня тоже будем обращаться. И, собственно говоря, та лаборатория Академии ДНК-генеалогии, которая в Москве действует, она создана по инициативе Алексея Клесова, и там делают тесты и интерпретации. Ну, вот эти задачи я тут перечислять не буду. Значит, что, собственно говоря, исследуется? Вот преобладающая часть тестов, которые мы изучаем, они предназначены для идентификации специальных маркеров в Y ДНК и митохондриальной ДНК, которые, соответственно, дают информацию по отцовской и материнской линии вашего предка. Совпадение вот этих специально выделенных маркеров у разных мужчин или женщин свидетельствует об их общем происхождении от одного предка по мужской линии или от одного предка по материнской линии. И вот такие люди, которые тестируются, они в базах данных находят своих далеких родственников, выясняют степень родства, часто находят вот как раз этих далеких родственников, с кем они были разлучены многое время. Ну или иногда бывают очень экстравагантные истории, когда отыскивают таких интересных родственников, о которых в семье никто раньше не слышал. Значит, с биологической, генетической точки зрения, вот, в каждой клетке нашего организма у нас имеется ДНК. Это такая макромолекула, дезоксирибонуклеиновая кислота, которая состоит из 23 наборов, из 23 пар хромосом. Всего 46 хромосом. Вот это наш генетический код, из которого, собственно говоря, мы как биологические и генетические существа и состоим. У вирусов, у бактерий, у других животных, у человека единый генетический код. И вот что, собственно говоря, мы исследовали для этого теста. Мы исследовали только половые хромосомы, Y-хромосому, которая передается исключительно по мужской линии.
она не рекомбинантная хромосома, то есть она не перемешивается. А вот какой она была у отца, такой она дальше передается и по прямой мужской линии от отца к сыну, к внукам и так далее. В этой XY хромосоме случаются необратимые мутации, благодаря которым мы можем сравнивать разных мужчин. Если эти мутации общие, если они разделены между людьми, то значит мы говорим об их общем предке. Ну, половые хромосомы у мужчины представлены двумя хромосомами XY, у женщин 2 X хромосомы. Про женщин мы сегодня говорить не будем, сегодня будем говорить только по мужской линии, по Y хромосоме. Ну вот так она выглядит, как бы вот она насчитывает где-то 7-58 миллионов нуклеотидов. Это 4 типа нуклеотидов, кирпичиков, из которых состоит наша ДНК, ну и вообще любая другая жизнь. Вообще весь наш полный геном, вся наша генетическая информация, она насчитывает более 6 миллиардов вот этих букв, нуклеотидов. Половина от мамы, половина от папы. И вот в этих 46 хромосомах располагаются эти 6 миллиардов букв. Это вот такой текст, генетический текст, который передается из поколения в поколение с определенными мутациями, и который лишь недавно генетики научились читать, выделять гены, выделять необратимые мутации, микросателлиты, маркеры, и по ним выстраивать филогенетическое, то есть с точки зрения происхождения жизни, родословное древо для всех живых организмов. От бактерий, человека, обезьяны, там, капусты, бананы и так далее. Вот здесь у меня некоторые представлены материалы, что можно будет посмотреть. Вот как типологически выглядит вообще Y-хромосома и что, собственно говоря, мы потом будем изучать. Ну вот, как я уже обмолвился, сейчас существует 3 степени научной верификации информации для построения родословных. Это первая перекрестная сверка устных родословных преданий, затем это архивно-документальная проверка источников, и третий этап как раз ДНК-генеалогическая экспертиза. И вот здесь на картинке хорошо видно, вот насколько новые методы позволяют углубиться в изучение вашей родословной. Если по опросам мы можем где-то вот там на 2-3 века углубиться, по письменным источникам еще на 1-2-3 века, то вот по генетической генеалогии мы можем углубиться в самый корень на десятки и сотни тысяч лет вглубь до общих предков с приматами и с другими живыми организмами. Сейчас вся так называемая, вот мы в школе учили биологию, у нас там была систематика, классификация различных живых организмов по царствам, там, по классам, по типам. Вот сейчас вся эта систематика, она так сейчас называется кладистика, строится на основе генетических анализов организмов. То есть не на основе морфологических признаков, по которым она раньше строилась, и все зоологи выделяли соответствующие, значит, подтипы, подклассы, классы, виды, рода, а на основе сравнения геномов различных организмов. Ну вот, существует вообще 4 таких основных теста на родство. Вот мы сегодня будем говорить о первом тесте. Значит, по Y-хромосоме это прямая мужская линия, и Y-хромосома, она не рекомбинантная. То есть, когда происходит слияние генетического материала сперматозоида и яйцеклетки, то гомологичные, похожие хромосомы обмениваются своим генетическим материалом, у нас получается новый человек, новый ребенок. То есть он наполовину от папы взял генетический материал, наполовину от мамы. А вот Y-хромосома, она напрямую неизменно передается только по папиной, по мужской линии, потому что у мамы Y-хромосомы нет. Иначе она не была бы мамой, а была бы папой. Ну, как любят шутить. Второй вид теста это по митохондриальной ДНК. Это прямая женская линия, она тоже не рекомбинантная. В каждой клетке нашего организма есть до несколько сотен митохондрий. Это бывшие бактерии, которые наша клетка поглотила. И теперь она служит электрической станцией для производства энергии для наших клеток. И вот у этой древней бактерии сохранился свой геном. Он состоит всего лишь из 16,5 тысяч нуклеотидов. Вот сравните, 6 миллиардов нуклеотидов в целом, ядерный геном
человека и всего 16,5 тысяч нуклеотидов. И митохондрии, они передаются только по прямой женской линии, поэтому мы по ним можем отслеживать женские линии. Значит, третий тип тестов — это вот как раз по ядерной аутосомной ДНК по тем 22 парам хромосом, которые не половые. Вот они как раз и перемешиваются между собой. И вот почему раньше нужно было знать родословную там, до 7-8 колена. Многие думают, что интересовались предками, там, чтили имена предков. Да все на самом деле очень банально, это практическая нужда. Люди заметили на практике, что если жениться на близкородственных особях, на родственниках близких, то потомство будет плохое, нежизнеспособное, они могут дальше продолжить свой род. Вот с точки зрения эволюции это очень хорошо. Почему хорошо? Потому что вот у такого нежизнеспособного потомства на 1/4 есть риск передачи тяжелых наследственных заболеваний, поскольку при перемешивании хромосом соединяются так называемые рецессивные гены от мамы и от папы. И получается, ребенок носит сразу 2 аллеля одного и того же гена, и он получает вот эту плохое наследственное заболевание. Если бы этот ген был только от мамы или только от папы, он бы мог дальше жить нормально. И с точки зрения эволюции, близкородственные такие браки, они полезны, потому что нежизнеспособное потомство не дает дальше продолжения и копирования этих вредных мутаций, этих вредных генов, они как бы на корню обрываются. Но нам, людям, с нашей медициной это не страшно. И сейчас некоторые люди даже не опрашивают своих старших родственников, а сразу сдают ДНК-тест на медицинские показатели и выясняют, могут они иметь плодовитое потомство или нет, есть риск развития этих заболеваний или нет. А раньше надо было перечислять все эти имена, чтобы избежать близкородственных смешений. Ну и 4-й тест — это по X-хромосоме, это как раз еще одна женская линия, она в смешанном виде передается тоже рекомбинантно и мужчинам, и женщинам. По ней ближайших родственников тоже можно изучить, но мы будем говорить только про Y-хромосому. Вот как на картинке это все представлено. Если мы возьмем сына, то по этой линии это у нас будет передача Y-хромосомы, кружок — это митохондриальная ДНК по прямой женской линии, передача информации по женской линии. Все люди, видите, получаются как миксы такие, замиксованные, смешанные, потому что мы наполовину несем генетическую информацию от наших родителей, они в свою очередь от бабушек и дедушек, то есть мы на четверть, в свою очередь дальше на 1/8, на 1/16, и вот так с течением времени происходит разбавление генетического материала. Есть даже такая вероятность, что от каких-то конкретных прямых предков у нас вообще нет никакого генетического следа в нашей ДНК. Вот такая парадоксальная вещь. Сегодня мы будем говорить про эту, тут она такая голубенькая, синенькая Y-хромосома, которая передается исключительно по прямой мужской линии. Чтобы распечатать весь человеческий геном, команде исследователей понадобилось сколько томов, чтобы одного человека только протестировать и опубликовать по каждой хромосоме, здесь они разным цветом выделены, просто набор букв, а букв всего 4, сейчас я об этом скажу. Так еще это выглядит. Значит, напечатан шрифтом 4-го размера, переплетен 130 книг, содержащих 78 тысяч страниц. Такой объем информации содержится в каждой клетке нашего тела, а клеток у нас миллиарды, триллионы. И собственно говоря, это то, что делает нас биологическими, генетическими существами. Значит, что касается вообще изучения родоплеменной структуры хакасов и генетических тестов, они еще были предприняты в конце 2000-х, начале 2010-х годов. Томские генетики из Национального исследовательского медицинского центра РАН приезжали и в сотрудничестве с ХГУ, с Ольгой Владимировной Штыгашевой, проводили полевые сборы ДНК-материала, и потом по результатам опубликовали несколько статей в престижных научных журналах, где обобщили данные по хакасам, по субэтносам, в целом по популяции. Было исследовано около 400 мужчин из разных районов Хакасии.
Ну вот и такие результаты были получены. Значит, Таштыбский, Аскизский район и Ширинский район. Вот преобладающие гаплогруппы генетические рода у хакасов это гаплогруппа N. N1B, N1C. До 2/3 мужского населения хакасов имеет эту гаплогруппу. Сейчас конкретно еще расскажу, что это такое. И 1/3 гаплогруппу R1A. Вот эту. Ну это в основном сагайцы, шотцы, у них она преобладает. Вот буквально в прошлом году, в 2020 году была опубликована тоже статья томскими генетиками Y-хромосома как инструмент для ДНК-идентификации и определения популяционной принадлежности. Они опубликовали данные уже по родам посевкам, более приближенные к нашему времени, но все равно их не хватает для того, чтобы провести вот такое исследование на уровне конкретной родословной письменных источников, то есть приближенной к нашему времени. У них диапазоны по хронологии там, 3-5 тысяч лет назад. За это время очень многое могло произойти с людьми. Но тем не менее эти данные полезны, мы с ними сверяемся. И у них совсем была другая цель. Они исследуют популяции, субэтносы, коренные народы, а не конкретные семьи, рода. Хотя информацию у доноров они, конечно, собирали, может быть, потом еще будут ее выдавать. Но опять же, это все стоит определенных денег, ресурсов, и надо выигрывать другие гранты. Ну, вот такая еще есть статья. Значит, генофонд хакасов и шотцев, это вот как раз про эту я статью говорил. По маркерам Y-хромосомы общая компонента и генетическая структура родов. Вот в 2020 году она была опубликована от хакасику как раз Ольга Владимировна Штыгашева. Ну, я тоже подключился к этой тематике, опубликовал статью еще в газете «Абакан» в 2019 году, когда жил общий предок русских и хакасов. То есть сейчас, зная данные двух мужчин, любых мужчин из любых народов, из любых этносов, можно сказать, когда их жил общий предок по Y-хромосоме. Вот эта статья как раз в материалах международной конференции была опубликована. По женским линиям тоже такая информация была обобщена, и тоже статья опубликована в ученых записках Минусинского музея. Ну и в этом году, еще до публикации нашей основной статьи, есть такой сайт от Академии ДНК генеалогии «ДНК замечательных людей», где размещаются статьи о интересных, замечательных людях России, которые проходят тесты в лаборатории, и затем краткая информация, так называемая лайт-версия, публикуется на этом сайте. Ну вот мы, пользуясь данными Сергея Александровича, Ильи Яковлевича, сделали то же самое для Степана Дмитриевича. Предположили, что он тоже майнагашев, тоже от одного предка происходит, поэтому у него должна быть такая же гаплогруппа. А вот уже этой осенью была опубликована статья «Происхождение хакасского рода майнагашевых. Устные предания и ДНК-генеалогические данные». Мы здесь оттолкнулись от родословных преданий, вот от этой генетической подоплеки, которая меня заинтересовала, плюс подключились доноры Илья Яковлевич, Сергей Александрович, московские генетики, специалисты, и сейчас вот эти результаты мы как раз и обсудим. Значит, вот у нас имеется родословная легенда с генетической подоплекой. Ну вот, видите, здесь у нас родоначальники записаны. Значит, отец Абазы Арыс Алгы и хакасская дочь Учези Хакас Хызы. Значит, от их союза происходят два ребенка, Хузух Орешков и Хархыз Майнах. Вот от линии Хархыз Майнаха как раз идет линия Майнагашевых. Значит, вот поскольку это прямая мужская линия, то нужны были современные потомки, которых можно было бы протестировать и понять, соответствует легенда истине или не соответствует. Ну, конечно, когда мы провели это тестирование, еще больше вопросов появилось, чем ответов. А так всегда в научном исследовании расширяем горизонт, и еще больше областей соприкосновения с неизвестным открывается. Значит, вот у нас ДНК-доноры на родословной представлены. Я здесь увеличил. Получается, вот Севдей Том, это у нас Сергей Александрович, его отец Олег Александр, Геврилий Гаврила, и вот Мамака Мамант, это вот середина, получается, 19 века. И здесь же у нас Илья Яковлевич, вот Илья, его отец Яков,
его дед Иван Панаско, и дальше линия тоже уходит к общему предку, жившему в середине 19 века. То есть по данной родословной, на которой мы как раз вот и нашли след Ильи Яковлевича, доноры доводятся друг к другу четвероюродными братьями. То есть по родословной их общий предок жил в середине 19 века. И используя данные ДНК-теста самой родословной, мы как бы провели такую взаимную калибровку информации из разных источников. И проверили и соответствие родословной, и их двоих объективными данными, которые уже как бы невозможно подделать. Вот здесь эти поколения у нас перечислены от как бы родоначальника, от его двух сыновей. И дальше вот в виде такой поколенной росписи у нас информация здесь записана. Вот получается, что... Так, следующий файл вот я так перекину. Значит, вот у нас Илья Яковлевич, Сергей Александрович. И, соответственно, вот их общий предок в середине 19 века, это у нас Чончик в крещении Кузьма, который вот жил в первой половине 19 века. Дальше от его сына Ходора в крещении Никиты идет линия вот уже к нашему времени. У него, получается, было два сына Мамант в крещении Филипп и Паса в крещении Василий. Вот получается этот Ходор, он является общим предком для наших доноров. Так, ну теперь вот идем дальше. Тут это тоже информация перечислена. Ну тут вот поместил фотографию, как брался ДНК образец, чтобы нас никто не заподозрил ни в чем. Все нормально произошло в нашей лаборатории, потом переправили по почту в Москву. И вот Сергей Александрович дал такую фотографию мне, где представлен его как раз предок. Вот кто из них, получается, тут... В середине отец отца. Дед по отцу. Это получается Гаврил. Гаврил, вот как раз Филиппович, ну в крещении тот Филипп Мамантович, такое интересное редкое имя. Вот он здесь в середине представлен. Я потом подпишу, а то у меня я сомневался. Значит, у нас имеются ревизские сказки, это переписи населения за 1858, 1850 и 1932 годы, на основе которых была составлена еще в советское время вот эта родословная Марком Майнагашевым. И некоторые документы, к сожалению, сейчас уже и недоступны. Они доступны ему еще были в свое время в Минусинском архиве, а вот потом одну ревизию просто списали, видимо, она была в плохом физическом состоянии. Вот он сумел ей попользоваться, а сейчас она уже недоступна. Ну, к счастью, копия сохранилась в Красноярском архиве, и у нас есть эта информация. Вот у нас эти Майнагашевы, которые записаны, попали в последнюю перепись 1858 года. Вот у нас здесь этот Мамант записан, потом в крещении Филипп. И он сын как раз Кузьмы Андурова, Ходор, по крещении Никита. Значит, ну, получается, Мамант, Ходор это Никита, это его отец, а Кузьма Андурович это их, получается, дед. А сам этот Кузьма Андуров, это у нас Ухакасский Танжик, он же Чончик, Андуров Майнагашев, которому, получается, на момент проведения переписи в 1858 году было 58 лет, то есть родился он в начале 19 века. И вот по этой фамилии, поэтому сначала отчеству, дедичеству Андуров в документах фамилия как синоним фиксировалась Майнагашева Андурова. И вполне вероятно, что могла закрепиться фамилия Андуровой, а не Майнагашевой. Ну вот закрепились именно Майнагашевы. Значит, теперь, что мы, собственно говоря, исследовали? Вот взяли образец. Сейчас для ДНК-исследования берется соскоб со внутренней стороны щеки, то есть это наскребаются, отшелушиваются клетки эпителия, то есть мы собираем клеточный материал, помещаем его в пробирку и дальше уже в лаборатории выделяют, размножают ДНК и там ее исследуют. Саму эту методику исследования я объяснять не буду,
это очень сложная терминология, но вот я остановлюсь на конкретных точках, с помощью которых вообще надо понять, как производится интерпретация и считывание информации. Значит, вот для изучения ДНК особое внимание уделяется областям высокой изменчивости, где мутации происходят очень часто. Мы все мутанты, у нас постоянно происходят мутации, мутируют вирусы, бактерии, мы как живые организмы. И, собственно говоря, смысл любой жизни – это так называемая конвариантная редупликация, то есть размножение мутантных вариантов. Почему происходят мутации? Ну, потому что это сложные биохимические процессы, и при репликации, при копировании ДНК случаются ошибки, которые часто исправляются, но не полностью. И вот за счет накопления этих мутаций в нашей ДНК ветвится филогенетическое родословное древо разных живых организмов. Образовываются новые морфологические признаки, происходит адаптация. Но это уже как бы вопрос общей теории эволюции, я сейчас его касаться не буду. Ну вот нам здесь важно понять, что для теста используются короткие тандемные повторы, short тандем repeat, вот они здесь показаны, и однонуклеотидные полиморфизмы, необратимые в один нуклеотид мутации. Значит, вот эти STR их называют и SNP. Вот для изучения родословной, значит, Майнагашевых использовалась методология вот этих STR, short tandem repeat, тандемных повторов. Что это, о чем идет речь? Вот здесь представлены 3 донора, 3 мужчины. У них в Y-хромосоме на определенном участке несколько раз вот есть такие фрагменты, которые повторяются 5, 6, 7 раз. И вот у людей выделены сейчас уже несколько тысяч таких фрагментов в Y-хромосоме, где наблюдаются вот как раз эти мутации. И вот сравнивая человека по этим маркерам, по наличию вот этих повторов, можно определить, в какой степени родства они друг с другом находятся. Но вот сейчас более современными методами изучения родословной являются SNP. Маркеры однонуклеотидные полиморфизмы, когда один нуклеотид при копировании заменяется необратимо на другой, и дальше он уже, копируясь, передается последующим поколениям. И при наличии в конкретной позиции вот такой замены можно понять, когда жил общий предок, и произвести такое ветвление, используя данную мутацию как узел на родословном, на филогенетическом древе. Ну вот здесь... Сверху примите. Еще кто-то к нам, да. Вот у нас здесь такая есть терминология, которая нам понадобится. Ну вот, мутация, значит, это биологическая ошибка при копировании последовательности Y-хромосомной ДНК, в результате которой ошибки или меняется число аллелей в определенном локусе, или происходит модификация гаплогруппы. Значит, что такое аллели? Это число тандемных повторов определенных блоков нуклеотидов маркеров. То есть вот у одного человека в этом маркере, в этом месте 16 повторов, у другого 17, у третьего 15. И есть как бы диапазон, сколько повторов может быть вот в этом конкретном маркере. Вот в зависимости от количества этих маркеров и определяется степень родства. Если количество маркеров совпадает, значит люди близкие родственники. Если число этих повторов различается, значит у них более дальнее родство. Ну как бы в целом это вот так действует. Маркер по-другому локус сегмент, это участок в Y-хромосоме, выбранный для определения числа повторов нуклеотидов для целей ДНК-генеалогии. И вот 2 последних термина, которые тоже нам пригодятся, это гаплотип, это совокупность вот этих маркеров, совокупность аллелей, наборов повторов маркеров. И гаплогруппа, это у нас совокупность гаплотипов, объединенная групповой необратимой мутацией, которая и определяет конкретное место человека по мужской линии на родословном древе человечества. Вот у меня здесь, например, выложен такой плакат, где перечислены все мужские гаплогруппы, вот, которые на сегодняшний день определены. И вот всего их более 20 этих гаплогрупп. И вот каждый мужчина имеет свою определенную мутацию и может вот расположиться на этом родословном древе. Это касается и людей, это касается и животных, и других
других живых организмов, ну, для них существуют свои филогенетические деревья. Ну вот здесь я сейчас кое-что пропущу. Ну вот, как пример, вот эти короткие повторы. Например, вот специальное оборудование в лаборатории на определенном участке считывает вот такой набор букв. Вот. ТЦ, ТА, ТЦ, ТА, и вот несколько раз это повторяется набор, то есть вот этот четырехплет повторяется 9 раз, и он имеет определенный номер, который во всех базах данных, во всех лабораториях определяется. Например, ДИС-391. Это называется ДНК Y-хромосом сегмент номер 391. И делается запись, что вот у конкретного человека данный фрагмент в Y-хромосоме повторяется 9 раз. У кого-то он может 7 раз повториться, у кого-то 14, у кого-то 10. И вот если у двух сравниваемых людей в этом фрагменте количество повторов одинаковое, значит это говорит о том, что они близкие родственники. Но, конечно же, люди не изучаются по одному только фрагменту. Таких фрагментов, как я уже сказал, несколько десятков, несколько сотен, даже несколько тысяч. Вот тест, который был сделан для Ильи Яковлевича, для его теста применялось 67 таких вот маркеров. То есть 67 конкретных участков в Y-хромосоме с определенным набором вот повторов. Для Сергея Александровича 37-маркерный был тест сделан. А раньше делали 6-маркерные, 12, 17, вот 25, потом 37, 67, 111. Но сейчас уже более полные тесты дают сотни и тысячи таких участков в Y-хромосоме, по которым сравниваются. Это такая своего рода генетическая дактилоскопия, идентификация людей по совпадающим участкам. Значит, ну вот, например, здесь перечислены один кузен, второй, третий. Вот у них в этих локусах почти одинаковое, да, количество повторов. И вот у одного на участке ДИС-392 вместо 13 повторов определенных нуклеотидов 14. То есть первые два более близкие родственники, третий кузен, третий имеет дальнее родство. Но хотя вот на таком примере он тоже будет кузеном, то есть троюродным или четвероюродным братом. Значит, вот переходим, собственно, к родословной гипотезе. Значит, по родословному преданию родоначальником Орешковых и Майнагашевых может являться русский. По нашей интерпретации начальник тюрьмы Кузнецкой крепости. Дело в том, что в родословной нескольких вариантах пересказывается легенда о том, что у старца Тахтабия была дочь Пая-Рык, которая славилась своим искусством пения. Она бросила вызов всем жителям, кто меня перепоет, за того я выйду замуж. Нашелся один старик, который перепел ее в песенном танцевальном искусстве, и она была вынуждена выйти за него замуж. Но поскольку он был старик, она отказалась, и в наказание за это ее сослали в Кузнецкий острог, где она якобы от начальника этой тюрьмы по фамилии Синявин, то есть без имен, без отчеств, родила двух мальчиков. От одного пошли Орешковы, от другого пошли как раз Майнагашевы. Интересно, что вот хронологические рамки этой легенды как раз выпадают на конец 17-го, начало 18 века. И по историческим источникам в Кузнецком уезде в это время как раз были два брата, Борис и Ларион Якимовичи Синявины. Они были воеводами в городе Кузнецке, и вот при Борисе Якимовиче в 1707 году как раз вот возник Абаканский острог. То есть это наша территория современная курировалась, контролировалась из Кузнецкого острога. И как раз генетическая подоплека всего этого состояла в том, что можно было проверить легенду. Если мы берем мужских представителей Майнагашевых и определяем у них гаплогруппу, то можем понять, какая у них группа, генетический род. Характерна она, например, для русского населения, или она больше характерна для хакасского, современного хакасского населения. Вот это можно было легко проверить, и в результате этого исследования был как раз и сделан 60-маркерный гаплотип для Ильи Яковлевича и 37-маркерный
гаплотип для Сергея Александровича. Значит, и получилось, что родство подтвердилось. Вот здесь перечислены как раз те сегменты, СТР-маркеры, по которым проводилось сравнение двух доноров. Значит, и вот этот результат. Для Сергея Александровича набор в 37, да, маркеров, для Ильи Яковлевича в 67. Вот на 37-маркерном гаплотипе для обоих доноров разница всего в одном участке, в одном сегменте. Вот у Сергея Александровича 16 повторов в этом конкретном сегменте, сейчас скажу в каком, а у Ильи Яковлевича 17. То есть вот тот самый случай, где родство уже не такое близкое, и на протяжении там 150 лет у одного из предков произошла, значит, мутация, количество повторов изменилось. Значит, оба гаплотипа относятся к гаплогруппе N, это субклад P43, оба практически идентичны, различия наблюдаются лишь в маркере, который называется DIS458. В данном случае можно констатировать, что доноры являются близкими родственниками, унаследовавшими свою Y-хромосому от общего предка, жившего, ну здесь в диапазоне, это всегда вот диапазон от 0 до 300 лет назад. А согласно документальным источникам, доноры это четвероюродные братья, общий предок их родился после 1832 года. Вот тот самый Ходор, Никита, который здесь тоже в родословной представлен. Но вот если более конкретно, вот что это за участок DIS458? Это значит на Y-хромосоме, вот здесь указано, в какой области Y-хромосомы, вот стрелочкой помечено. Вот в этом участке у Сергея Александровича, сколько там получается, 16 повторов вот этого участка ГААА, а у Ильи Яковлевича 17. И вот они внизу, здесь вот эти повторы как раз перечислены. Вот именно на основании изучения и выявления вот этих повторяющихся сегментов в разных частях Y-хромосомы сравнивались люди и сравниваются люди при проведении этого теста. Ну, вот вся Y-хромосома, она, вот видите, 58 миллионов нуклеотидов, а вот в сегменте 7 миллионов там, 999 тысяч, что вот эти координаты перечислены, вот здесь помечено, находится этот участок. И выходит, что проанализированные два человека доноры. Ну, Г это у нас гуанин, аденин. Вообще 4 у нас нуклеотида в цепи ДНК. Это гуанин, тимин, аденин, цитозин. 4 нуклеотида, 4 буквы, из которых состоят все живые организмы, мы, бактерии, вирусы, лягушки, амебы и так далее. Значит, ну вот в результате оба гаплотипа по картине мутации хорошо ложатся в ветвь субклада NP43, а внутри него группируются с гаплотипами субклада VL67. Это уже идет более детальное ветвление древа, но не такое детальное, которое бы приблизило нас к семейным мутациям и вот к письменным источникам. Нужно проводить более глубокий тест по Y-хромосоме, чтобы вот найти конкретную свою семейную мутацию на родословном древе. Это все делается в коммерческих лабораториях. Это сами заказчики оплачивают эти тесты. И у каждого человека интерес именно свой личный, потому что, как правило, популяционные генетики этой информацией не интересуются. Им нужны популяции, группы, такие субэтносы, этносы, там, коренные народы. А вот конкретные люди, представители своих семей, родов, это сами оплачивают эти тесты. Ну вот Илья Яковлевич как раз и выступил таким спонсором этого исследования. Значит, ну вот если говорить про картинку, да, вот получается, подтвердилась или не подтвердилась эта родословная гипотеза? Но гипотеза не подтвердилась, потому что была выявлена гаплогруппа, характерная для хакасского населения. 2/3 хакасов имеют именно эту гаплогруппу. А у русских она тоже есть, но там совершенно другая ветка. И, конечно, у нас еще больше вопросов появилось. Получается, что вот для русских здесь вот зеленым цветом указана часть, а вот для хакасов синим цветом. И конкретно Майнагаши вот красным в
красном поле вот они сюда выпадают по ДНК-тесту. Значит, ну и более углубленно вот здесь они располагаются. Значит, красные метки это образцы, принадлежащие хакасам, бордовые русским, вот здесь два есть. Ну, поляки, синявины, они в принципе тоже, как вот славяне, относятся к гаплогруппе R1A, к которой относится половина населения России среди вот русских, половина русских мужчин. Вот у меня гаплогруппа R1A, у поляков она тоже. У меня, кстати, польская эта линия, общий предок жил там 2-2,5 тысячи лет назад на территории современной Польши. И оттуда уже шло потом расселение на русскую равнину, на север, в Пермский край, и уже потом предки переехали сюда, на юг Сибири. А для хакасов она автохтонная, гаплогруппа N образовалась в Юго-Восточной Азии, и потом, дальше картинку покажу, расселение, миграции шли с юга на север, ну вот так она расселялась, вот общая для них гаплогруппа НО, вот гаплогруппа N это Юго-Восточная Азия, затем шла миграция, часть населения как раз осела в Южной Сибири, от Алтая до Байкала, часть ушла на восток, и это современные якуты, и некоторые там другие, значит, народы севера, а другая часть ушла на запад, на северо-запад, и эта гаплогруппа присутствует у народов финно-угорской языковой семьи. И самые как бы недавние предки, родственники, это финны. У финнов тоже это гаплогруппа N. Вот по современным, значит, данным, вот таким образом можно отследить родство различных народов. Ну вот для Сергея Александровича, для Ильи Яковлевича она получается вот автохтонная, здесь находится на территории, получается, Южной Сибири, от Алтая до Байкала, и образовалась несколько десятков тысяч лет назад. Ну вот на этой, значит, схеме можно посмотреть хронологию. Ну вот филогения субклада НВЛ-67. ВЛ это Владимир Волков, это томский генетик, по его аббревиатуре названы эти мутации, потому что он один из родоначальников этих исследований и ввел вот такую номенклатуру для обозначения. Вот для Сергея Александровича и Ильи Яковлевича определена вот эта гаплогруппа N, субклад ВЛ-67. Но это предсказанная гаплогруппа по количеству, по маркерам. Точного анализа СНП не делалось, это как бы другой тест, о нем я говорил. Но посмотрите, кто здесь из ближайших родственников представлен. Вот один есть из Киргизии, один есть из Томской области, вот из Ханты-Мансийского, по-моему, там автономного округа, и вот два китайца, например, в этой же группе. Но хронология вот для этой ветки, это получается 4000 лет назад. За это время прошло еще более глубокое и детальное расселение. И вот чтобы узнать конкретное ваше место, конкретные ваши СНП мутации, нужно провести дополнительный ДНК-тест. Ну вот я здесь по хронологии как раз выписал. Вот сама гаплогруппа N образовалась примерно вот 36 тысяч лет назад. Субклад NL666, который вот как раз в виде сертификата Академии ДНК-генеалогии для Сергея Александровича и сделала, вот он именно с таким номером здесь записан. Она образовалась 14 тысяч лет назад. Предсказанный субклад P43 8600 лет назад. И вот этот VL67 более глубокий, ну более близкий к нашему времени, 4600 лет назад. Вот, получается, глубже у нас никакой информации по Майнагашевым нет. И чтобы получить буквально вот индивидуальную мутацию, которая характерна либо для Сергея Александровича, либо для его отца, деда или прадеда, случившееся буквально там за 100-150 лет назад, нужно проводить более детальные тесты. Тогда у нас хронология будет биться с уже документальными родословными, ну и с преданиями. Ну, что касается вот этот сертификат, как раз это... Я вам его высылал, по-моему, да? Ну вот, да. Как раз вот в таком виде они представлены. И в этом году, кстати, еще вышла книга Анатолия Алексеевича Клесова «Народы России. ДНК-генеалогия», где собраны
данные по всем 190 народам, населяющим Россию, с их ДНК данными, которые он собрал в одну такую энциклопедическую махину под 800 страниц. По каждому народу, по каждому этносу, субэтносу там есть информация по его гаплогруппам. Конечно, сами исследования, сами первичные данные были получены другими учеными, генетиками из разных лабораторий, из международных, из российских. Но вот он совершил такой титанический труд, все это обобщил, представил в одном издании. И эту книгу можно заказать, она и в электронном виде есть. И получается, вот я привел фрагмент из этой книги как раз для субклада Майнагашевых. Вот он здесь справа и перечислен, указан вот ВЛ-67. Значит, ссылаемся, конечно, на томских генетиков, но, как вот пишет Анатолий Алексеевич, более глубокий СНИД нужно еще исследовать. ВЛ-67 по тому периоду, когда проводилось исследование, считался глубоким, но опять же хронология в 4500 лет это очень давно. За это время случилось еще несколько десятков мутаций, и все это можно определить. Не забывайте, что каждая мутация, индекс, вот, который мы придаем этой мутации, это конкретный человек, конкретный мужской предок, у которого она единожды случилась, и дальше уже начала передаваться, копируясь потомкам. То есть, по сути, определяя эти мутации, давая им соответствующий индекс, мы как бы номинируем, даем имена нашим предкам, которые остались безымянными для нас и с точки зрения родословных преданий, с точки зрения современных письменных источников. Это тысячи, десятки и сотни тысяч лет вглубь, и мы сейчас можем эту информацию из нашего биологического документа извлечь, чтобы уже наверняка определять свои родословные линии. И получается, значит, мы пришли к выводам, что легенда оказалась неверной, но возникает вопрос, опять же, не протестированы, например, Орешковы, которые составляют особую ветвь, идут от старшего, значит, сына, вот той самой Паяры и якобы русского вот этого начальника кузнецкой тюрьмы. А они, как ни странно, поселились в месте, которое на протяжении нескольких веков носит имя Синявино. То есть вот современные Орешковы живут в селе, в деревне Синявино, и у них в документах фиксируется часто как синонимичная фамилия Синявино. Казалось бы, откуда, да? Что-то здесь не так, надо еще проверять и тестировать Орешковых. Плюс у нас есть родословная тоже легенда, согласно которой, когда вот этот младший сын Майнах был принят в аул Кулемеевых казановского рода, ему изначально дали фамилию, имя Киргинек, примак. Но это получается примак, это как бы зять, который был принят в семью жены. То есть не собственную семью создал, да, а был принят со стороны, женился вот на представителях казановского рода, сел Катон, да, Томнар, и получается был пришлый для казановского рода. И потом, чтобы стать башлыком рода по этой легенде, он вымел свою фамилию у Киргинековых. Значит, Киргинековы стали Майнагашевыми, а Майнагашевы стали Киргинековы. Еще вот такая интересная генетическая подоплека появляется, и надо тестировать еще и Киргинековых, и еще надо протестировать, я уже заканчиваю, других Майнагашевых по другим параллельным веткам, по ветке вот того же адмирала Бронислава Семеновича, Григория Ильича, вот, Степана Дмитриевича. Представителей очень много, и сами вот Майнагашевы могут эти тесты заказать, оплатить, а с нашей стороны, со стороны ученых, интерпретация, публикация данных, все это оформление в соответствующем виде. И вот я уже вижу, значит, появился Евгений Викторович Паер, мой соавтор. Я ему тогда даю слово, чтобы отдышаться и подходить к концу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад, что мне удалось подключиться. Надеюсь, меня слышно? Да, все хорошо слышно. Благодарю, Алексей Сергеевич, за такую развернутую презентацию. Я буквально несколько слов от себя добавлю. В целом, я далек от мысли, что наше совместное исследование ответило на все вопросы о происхождении рода Майнагашев.
Как я далек от мысли, что при помощи ДНК-исследований можно вообще ответить на все вопросы как частного, так и исторического характера. Всегда желательно заранее представить, на какой вопрос вы отвечаете и какие возможны варианты ответов. Соответственно, в соответствии с этими вопросами необходимо подобрать инструмент определенный. Мы ставили вполне конкретный вопрос и отвечали именно на него. А именно, является ли ДНК-линия Майнагашевых, Чубик, Хакасом и, соответственно, велика ли вероятность происхождения этой ветви от русских. Фактически ведь именно об этом и шла речь в части их устных преданий. Мы в нашем исследовании не рассматривали более широкие вопросы, для решения которых у нас просто не было фактического материала. А тот материал, что у нас был на руках, он на самом деле очень фрагментарен, либо низкого разрешения, ну и к тому же анонимный. Почему это важно? Приведу конкретный пример. В генетическом исследовании хакасских сироков, проведенном томскими генетиками, и в 2010 году, и в 2017, 2020, наверное, сейчас проводится, сказано, что у одного представителя сирока Том, к которому относится как раз Майнагашева, была выявлена гаплогруппа N, субклад P43. Это та же самая гаплогруппа, что и у протестированных нами Майнагашевых. Более того, тот же самый субклад. Но мы не знаем конкретного человека, у которого брали ДНК, не знаем даже его фамилии. Если бы это, например, был представитель Орешкиных, то наши выводы были бы, соответственно, более детальными. Они как бы сместили свои акценты. Также, кроме субкладов, в статье ничей не приведен гаплотип, если его определяли. Я думаю, что определяли. Это тот ряд цифр, о которых уже в презентации говорилось, который можно было бы сравнить с гаплотипами Майнагашевых, чтобы определить, насколько они совпадают, или различаются, соответственно. Это важно нам для понимания степени родства. Но, как я уже и сказал, мы работали с теми данными, что у нас были в наличии. Впрочем, этих данных нам на самом деле хватило для того, чтобы обоснованно утверждать, что ДНК-линия Майнагашева характерна для хакасов. В начале презентации, помню, был слайд с таблицей, где указан процент различных субкладов у современных хакасов. До половины из них относится к той же самой линии гаплогруппы N, субклада P43, к которой и наши доноры относятся. В некоторых публикациях мечей все-таки гаплотипы были, но они были такие очень короткие и также анонимные. Вот на основе, а даже нет, ничего. В общем, не помню, в каком исследовании, там были приведены, по-моему, 18 маркерные гаплотипы. Вот на основе них мы очень осторожно предположили, что общий предок этой линии жил более 1000 лет назад. Пожалуй, это можно назвать нижней границей, да, то есть старше, чем 1000 лет. А вот сколько там, это уже надо дополнительное исследование, как я говорю, соответственно, нужен свой инструмент. У нас такого инструмента не оказалось, мы на эти вопросы затронули, но отвечать не стали. Соответственно, для более точной оценки у нас данных просто не хватает. Но хочется заметить, что та же самая ДНК-генетическая линия, которая оказалась у Майнагашевых, она была выявлена на Горном Алтае, в захоронении Акалаха-1, которое относится к пузыревской культуре, а это 6-3 века до нашей эры. Я буквально пару слов еще о пузыревской культуре скажу, что она также палеогенетиками исследуется. Сейчас захоронения были выявлены в роли гаплогруппы N, вот этого субклада, также гаплогруппа Q1b, гаплогруппа R1b и R1a, субклада Z93. Это важно, потому что у хакасов этот субклад тоже присутствует. В статье мы не говорим о том, каков был вклад каждого из этих соответствующих древних родов в
пузырское население, кто из них доминировал по численности и так далее. Статья на самом деле не про это была. Мы лишь отмечаем сам факт того, что в пузырской культуре соответствующий субклад был, он же выявлен у Майнагашевых, и в данном случае важна вот эта вот сама преемственность, позволяющая усилить версию, что о местном происхождении рода, а не от русского там, или поляка Синявина. Вот, если в двух словах, как бы вот это вот, ну, еще могу добавить, что если вот по ступеням идти, да, вот тут Майнагашевы, тут субклад ВЛ-67, тут субклад П-43 и более древние субклады, и в том числе П-43, они были найдены в могильниках в окрестностях Байкала с датировками от 5 до 8 тысяч лет назад. В частности, это могильник Шаманка-2, если кому-то вдруг интересно, и могильник Локомотив в Иркутске, это, насколько я помню, просто в парке, в центре парка. Так что корни рода, по-видимому, надо где-то в тех краях искать. Ну, пожалуй, что вот у меня все. Да, большое спасибо, Евгений Викторович. Ну, вы, если еще есть время, терпеть, не отключайтесь, может, сейчас вопросы какие-то будут. А в целом, да, я сказал, что ареал распространения этой гаплогруппы N от Алтая до Байкала, плюс Юго-Восточная Азия, где она, скорее всего, и образовалась. Ну и дальше уже на север расселение, на запад, на восток, в Якутию. Вот подключился еще Илья Яковлевич. И у вас есть какие-то там вопросы? Да, я бы Евгению Викторовичу задал. А вот давайте. Ура! Захоронение Аллаха-1. Там по количеству сколько было там исследовано останков? И вы имеете в виду ВИР-67, говоря о родстве нашем с пазырской культурой? Да, субклад там определяется по гаплотипу, который там был определен ВЛ-67. Это, ну, как раз вот уровень 4000 лет назад, если брать с момента образования этого субклада. Но на самом деле по гаплотипам он там может оказаться чуть-чуть ближе. Исследований проводилось 2, насколько я помню, из одного могильника. У 2 человек определили вот эти гаплотипы, но они, соответственно, из-за деградации фрагментарно были деградированы. То есть у одного маркеров больше, у другого меньше, но те, которые были определены, они полностью совпадали, из чего сделали вывод, не только я, но и ученые, которые генетики, которые это проводили, что эти 2 человека, 2 мужчины, которые были захоронены, они являются близкими родственниками по мужской линии. Соответственно, ну вот я надеюсь ответил на вопрос, что да, 2 захоронения, 2 мужчины, у них проверялись гаплотипы, и по этим гаплотипам у меня была статья, в которой я обосновывал отнесение именно к ВЛ-67. До этого были в статье предположено, что он относится к П-43, ну это как бы более верхний уровень. Еще один такой небольшой вопрос. Вы наверняка слышали о финской теории происхождения киргизов. Не встречались с такой теорией? Нет, я, к сожалению, киргизов не видел. Вы тогда, может быть, встречались с составом ДНК? Я, наверное, могу ответить, Илья Яковлевич. Какая теория вы сказали про киргизов? Ну, хунская теория. Пришли хуны, смешались с генглинами и получились киргизы. Да, вот у нас, кстати, была такая идея проверить современных представителей вот древних киргизских родов сиоков, которые вот проживают на территории Хакасии, чтобы сравнить их с современными киргизскими гаплогруппами и понять, есть это преемственность или нет. Но вот, к сожалению,
все это исследование, оно дорогостоящее, и здесь важно все эти данные, которые мы получаем, публиковать и атрибутировать, то есть избегать анонимных данных. Дело в том, что, вот правильно сказал Евгений Викторович, что томских генетиков, ну, по их техзаданию, по их гранту и по их, значит, научному исследованию персональные данные не публикуются. Они дали информацию почти по 100 хакасским гаплотипам, но без указания родов, административно-территориальных делений, просто перечислили гаплогруппы, которые были выявлены. Ну, конечно, это полезная информация, но вот нам, конкретным представителям там, конкретных семей, родов, она не о многом говорит. Ну, если, конечно, вот она совпадает с общей гаплогруппой нашего рода Сиока, тогда да. А наше исследование более персональное, и мы изначально брали согласие на то, чтобы эти данные гаплотипов опубликовать. И получается, что вот наша изданная статья, это первая статья, где были опубликованы 2 хакасских гаплотипа, вот ваши гаплотипа как доноров, с указанием фамилии, имени, отчества, вашего согласия. И вот это впервые было сделано. Хотя до этого данные по хакасским, значит, гаплотипам публиковались, но в анонимном виде. И, кстати, Новосибирск тут, понятно, рулит. Это исследование по археологической культуре было проведено группой новосибирских генетиков под руководством Пилипенко. У них там своя лаборатория, где они проводят исследования древней палео-ДНК. Это вот единственная у нас здесь ближайшая лаборатория, где они собственный археологический материал, человеческие останки исследуют на месте. И у них есть свои технологии для этого, они публикуют статьи. И вот для нашего региона, конечно, это фантастика, потому что у нас настолько богатые археологические захоронения, но, к сожалению, древняя ДНК изучается очень поверхностно, либо за границей, ну, либо вот в какой-то кооперации с российскими учеными. Ну и вы, вот видите, находясь в Новосибирске, тоже дали старт такому исследованию, пускай локальному, но с чего-то надо начинать. И я очень сильно заинтересовался, потому что именно вот такие исследования нужны для пропаганды, для популяризации новой современной методологии в изучении родословных. Может быть, вы потом продолжите это исследование, но опять же... Я хотел бы спросить еще. Да. Здорово, я занят пока. Если я проведу полный генетический анализ, я уже задавал вопрос такой, насколько будет известна линия ВЛ-67? Но она будет полностью известна, там будут другие уже мутации, другие будут ветви, и вот эти ветви появятся, их название появится в результате того, что вы закажете такой тест, и те лаборанты, которые этот тест будут проводить, они по своей номенклатуре присвоят уже новые, еще ни разу нигде не встречавшиеся, конкретные ваши, вот майнагашевские мутации, которые будут приближены к современному времени, то есть к вам, к Сергею Александровичу, к вашим общим предкам. Это буквально сотни лет в диапазоне. Я такое исследование для своей семьи провел, и вот у нас такая семейная мутация для 3 представителей случилась примерно 150 лет назад. То есть это уже очень недавно, очень... Если позволите, я бы еще хотел один момент добавить по поводу полигеномного вот этого исследования. Тут важно понимать, что сейчас вот эта вот филогения этого вашего субклада, к которому вы относитесь, да, ВЛ-67, она исследована еще достаточно слабо. В настоящий момент турки прошли большое исследование, и у них оказался вот этот же субклад около 10, по-моему, или 9 образцов. И, соответственно, они сейчас одеяло на себя перетягивают. Для хакасов, насколько я последний раз, когда смотрел, нет ни одного субклада из этой ветви, и, соответственно, мы не можем сказать, насколько они
к турецким относятся, насколько они, может быть, они вообще как-то особняком стоят все эти 4 там, тысячи или 5 тысяч лет. То есть это на самом деле такой небольшой шажок, и, возможно, прямо вот сразу в семейной генеалогии оно никакого решающего ответа не даст вам, никак не поможет. Но, Евгений Викторович, Но с накоплением данных других хакасов мы можем понять, насколько это древняя ветвь внутри хакасского народа. Да. На самом деле это вопрос, он такой растянутый во времени, и, возможно, он с разных сторон может заиграть. Да, я согласен с Евгением Викторовичем в том плане, что получив, значит, полногеномные данные по Y-хромосоме, мы получим такой избыток информации, которую в настоящее время не сможем проинтерпретировать, потому что у нас не будет других образцов, с которыми мы могли бы сравнить эти полученные данные. Если мы протестируем там 10 майнагашевых, то, конечно, у нас эта филогения будет очень ветвистая, и мы получим данные по семейным родовым СНПам. А между ними и другими протестированными в Y-фуле будет, например, бездна там в 1000, в 2000 лет, и не с кем их будет сравнить. Но опять же, если ничего не делать, то ничего и не будет, никаких данных не будет, никто ничего не загрузит, и мы будем оставаться на уровне информации от популяционных генетиков. Тут еще раз уточню. Важно тут еще какой момент, что у хакасов почти половина населения относится именно к этому субкладу. Вы представляете, это огромное число людей. И когда жил их общий предок вот этого субклада, это может указать на какие-то миграции, которые, предположим, совпадут с тем, что кто-то пришел в этот момент, или кто-то начал уходить. Например, вот в Турции откуда это появилось? Это от сельджуков, или это какие-то скифские времена, или это до этого еще было. Соответственно, информация сейчас накапливается, и в дальнейшем мы сможем это ответить. Возможно, с вашей помощью. Да, конечно, но если не обязательно рассчитывать на какой-то сиюминутный результат, что вот он сейчас прямо сразу деньги, я понимаю, большие, вы их вложили и сразу что-то получили. Так может и не случиться. То есть вы можете все зависит либо от продвинуться, выборки. либо остаться на том же уровне. Все, конечно, зависит от выборки, сколько Завет. доноров будет протестировано. Можно же построить исследование таким образом, чтобы взять наиболее далеких, например, майнагашевых, чтобы эти линии сходились там, к середине 18-го, да, вот к истокам, к началу 18-го, 17-му. Орешковых. Да, орешковых, естественно, протестировать. И я бы вот так не говорил, что всего-то протестировано около 400. Ну вот, конечно, можно экстраполировать эти данные на всю популяцию, но бывают и сюрпризы, бывают там и редкие линии, и тут надо, видите, каждого индивидуально тестировать, чтобы знать его прямую филогенетическую линию и потом сравнивать уже с сородичами. Надо делать, надо заказывать, надо все это исполнять. Это зависит от конкретной цели, которую мы преследуем. То есть надо ли нам знать прям про каждого все подряд, или достаточно несколько представителей рода, чтобы иметь общее представление, которое вполне детальное на самом деле. Да, но на сегодняшний день вот для данного исследования нам, например, SNP исследования не хватает. У нас только маркерное исследование. И вот если бы сделать один геном полностью по Y-хромосоме, то мы можем получить все нисходящие SNP мутации до конкретных доноров. Насколько им это важно, это вопрос уже не технической возможности. Важно, чтобы не зависать на хронологии в 4500 лет назад, потому что за одно поколение может поменяться и расовый тип, и можно переселиться на другой континент, и миграции могут подсказать другие направления. И вот, конечно, мы с вами тогда обсуждали эту проблему идентификации древней ДНК и сравнения с вот этими новосибирскими раскопками тоже тут интересно, потому что может оказаться, что опять же у нас не будет точных генетических данных, несмотря
на все эти биотехнологические новшества, чтобы доказать реально на основе полученных данных, часто неполных, обрывочных, что они являются родственниками, и это их прямые потомки или прямые предки. Ну, если гаплогруппа определена, то можно сказать, что, ну да, далекие предки. Ну, все люди братья в той или иной степени родства, но кто-то ближе, кто-то дальше. И важно понимать, насколько мы эту информацию можем извлечь, успеем извлечь, проинтерпретировать и сделать ее обиходной. Потому что пока такие тесты делают единицы, и уровень наших исследований оставляет еще желать лучшего, если сказать по-честному. Все дело в деньгах. Ну, это всегда все дело Во многом, во ресурсов. многом, да. Да, ну спасибо вам, Евгений Викторович. Будем уже закругляться. Спасибо. Спасибо, До что свидания. подключились. Сегодня такое более у нас расширенное прошло заседание. Есть какие-то вопросы? Ну, я могу ответить. меня вот Евгений Викторович, вот можно один вопрос можно? Вот я от донора, прочитал да, Сергей Александрович. в интернете, вот, допустим, по вот этой группе вы сказали, что у турков нашли N1 атом, L. Вот. Что это означает? Вот, что у них это там есть? Или мы, то есть это предок оттуда пришел, или отсюда туда ушли? Что это означает? Ну, это в данном случае, что скорее от вас к ним. Возможно, не напрямую, это как бы, возможно, где-то был центр, может быть, он был конкретно в кызыльской культуре, может быть, ближе к Байкалу. Но, соответственно, какие-то миграции, они происходили. Опять же, мы из тех данных, которые есть по туркам, не совсем понятна датировка, когда они проходили. То есть они разбросаны, вот если ветвь представить как гребенку, то они разбросаны по разным кончикам этой гребенки. И перемешаны в то же время с другими народами. Что это говорит? Что был какая-то область, из которой они в определенный момент уже со сформированными ветвями они мигрировали. Понятно. Это примерно, вот некоторые ветви, которые удалось выявить, они возраст тоже около 1000 лет. То есть это времена, грубо говоря, сельджуков. Это как нижняя граница. Вверх она может уходить на несколько тысяч лет. Это, соответственно, надо все тоже специально этим заниматься. Да, Спасибо. И загружать данные в эти базы данных, чтобы сравнивать, потому что без базы данных для сравнения... Тут на самом деле работа, она и коммерческого тестирования, да, когда это большие объемы людей с разных точек света тестируют. Ну и, соответственно, это научное, которое выбирают из какой-то области целенаправленно тестируют. Ну, то есть это такая работа, она продолжительная, и желательно, чтобы она шла с разных сторон. Тогда мы можем ее обобщить. Опять же, чтобы не было перекосов, потому что иногда популяционные генетики, они приходят куда-то, ну, грубо говоря, в одно село и берут там 5 тестов. Приходят в другое село и берут еще 5 тестов. А потом говорят, что вот по всей этой огромной области было 10 тестов, и на основе, ну, как бы, чтобы вот такого не происходило, желательно эти данные перекрестно проверять. Ну, вообще, любые данные желательно перекрестно проверять. И в данном случае коммерческое тестирование, оно и выступает в качестве вот такой перекрестной проверки. Спасибо. Да, но, к сожалению, вот такие индивидуальные исследования типа нашего, они не находят понимания у популяционных генетиков, потому что они мыслят популяциями и другими задачами. У них другие задачи. Исполнение Нет, грамоты. просто другие задачи. А мы индивидуальные исследования проводим, чтобы произвести калибровку, поскольку наука молодая, необходима калибровка данных, получаемых из разных источников. Генетические данные, письменные источники, там устные предания и так далее. И сама хронология, которая сейчас в ДНК-генеалогии используется, она тоже зависит от таких индивидуальных тестирований, привязанных к письменным архивным документам. Вот о чем речь еще идет. Ну, Поэтому случае, чем больше и будет, будет, тем точнее у нас
идентические будут интерпретации. Ну, Я могу да. отключиться. Да, все, 1,5 часа мы заседали. Спасибо вам. Если Илья Яковлевич еще что-то на прощание скажет, а так будем закругляться. Большое вам всем спасибо. Вот было очень интересно. Всего вам доброго, до свидания. Ну, спасибо, Илья Яковлевич. Я потом еще с вами свяжусь, может, еще и продолжим Можно исследование. я? Тоже вопрос. Я хочу сказать Илья Яковлевич, спасибо что, Илья Яковлевичу за то, что я тоже тут попал под руку, грубо говоря. Ну и тут выяснилось, мы-то как бы ни разу в жизни не виделись, но тем не менее это было интересно. На самом деле, вот, узнать, что в четвертом Сергей поколении. Александрович я постоянно на ютубе вижу. Все время. Никуда он не делся. Спасибо вам. Спасибо. Да. Ну все тогда, до связи, до встречи. Может еще как-нибудь очередную статью издадим и встретимся с вами. Спасибо вам, Илья Яковлевич. Я вам еще напишу письмо, если будут вопросы. Да, до свидания.